Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши земляки. Сегодня 10-й, я Нарджан Музаперова с вами. У меня было несколько вопросов, почему вы не выходите, почему нет смысла выходить, пока что-то новое там не подумаешь, не придумаешь, не планируешь. Вот. И мы, наш народ, наши организаторы решили 29 июля провести митинг, протест в Нью-Йорке перед зданием ООН. Тема была коронавирус, наш коронавирус в Туркменистане. Но так как нам отказали, нам сказали, у нас был расчет на 100 человек с лишними, но нам сказали, вас слишком много, мы вам не можем дать в связи с карантином в Нью-Йорке. Вот, поэтому вы можете разделиться по 10 человек и, пожалуйста, много улиц, вы можете любой улице тихо, спокойно митинговать. Но мы не хотели, мы этого не хотели, мы не хотели терять свою сплоченность. Вот, и мы решили немножечко сделать этот протест иного вида в Нью-Йорке. Значит, следующий протест будет у нас 17 июля с 2 часов до 5 в Нью-Йорке, в городе Бруклин, в районе Брайтон-Бич. Я хочу сейчас рассказать в 2 словах. Вот, прежде чем рассказать, я хочу сделать объявление, как мы это все организовали, как мы все это сделали, как мы все это финансировали. Значит, мы, организаторы, мы народ, 4 нас организаторов, мы решили это сделать воздушным путем, этот протест. И когда мы вышли на агентство, на рекламное агентство, узнали цены были бешеные, потому что все-таки самолет должен лететь 3 часа, это не такое вот дешевое удовольствие, понимаете? Но мы решили это сделать. Всю сумму, что надо было оплатить, мы взяли все на себя. Все на себя. Но после мы, значит, по всем нашим каналам, всем нашим землякам, ребятам, мы все-таки оповестили, что мы вот собираемся вот такие планы у нас, и это стоит очень большая сумма. Кто может, пожалуйста, кто хочет вложиться, пожалуйста, помогите, вложите свои деньги, кто сколько может. Вот. За 3-4 часа мы собрали эту сумму. Это было вообще, мы были вообще удивлены. За 3-4 часа собралась эта сумма, но деньги идут до сегодняшнего дня. Деньги идут до сегодняшнего дня, хотя мы говорим, что уже все достаточно, можем приостановить, деньги не скидывайте, но наш народ, наши щедрые ребята, наши земляки, наши протестанты, они не слушаются и отправляют деньги до сегодняшнего дня. Кроме этого, было несколько звонков от тех земляков, кто не выходил на протесты. Они услышали, что идет вот такое дело и собирает деньги. Они извинились и, предложили свою денежную финансовую помощь. Вот. И я не отчитываюсь абсолютно, сколько денег пришло, сколько ушло. Я не собираюсь ни перед кем отчитываться. Вот. И этот отчет будет перед теми, с кем мы работаем, у кого сколько собрали. Все. Вся сумма будет отчитываться перед нашим сбором финансов, ребятами, нашими земляками. Вот. Просто я хочу сказать им огромное спасибо за их участие,
в диктаторском режиме в Туркменистане. Спасибо хочу сказать за поддержку, хочу сказать спасибо за траченное время, за траченные деньги. За все хочу сказать спасибо. Вы очень щедрые, очень душевные люди, которые стоят за народ и за Родину. Здесь, вот среди этих ребят, нет никого, ни с одной партии. Здесь действует только народ. Спасибо вам, ребята, большое вот, за вашу поддержку. Вот такие вот дела. Значит, хочу рассказать немножечко об этой процедуре, можно сказать. Да? Значит, 15 метров длины, 6 метров ширины. Это баннер, заказан портрет. Это очень тоже дорогая процедура. Его баннер, его портрет. И в конце портрета у нас будет еще продолжаться лента. И на ленте должно быть написано предложение с 25 букв. Ну, там мы, значит, посоветовались хорошенько и подумали, что написать, и уже все заказано, все уже сейчас в данный момент работается. Вот. И, значит, это будет летать над Нью-Йорком 3 часа. Самолет, подкрепленный его портретом, будет летать над Нью-Йорком, над Бруклином и на побережье, у всех пляжей, где много собирается людей. И мы выбрали такое время с 2 до 5 часов. Это самый такой час пик, когда люди все на пляже. И я думаю, не останется ни один человек, не увидев этого диктатора. Вот. И кроме этого, 29-го, так как у нас не получилось 29 июля в Нью-Йорке, мы это переводим в Вашингтон. Мы сейчас подали на разрешение Вашингтон. Вот. И как мы получим это разрешение? Значит, мы напишем письмо посольства Туркменистана этому послу. И, значит, в письме будет ряд вопросов, которые касаются коронавируса. И будет требование о том, чтобы сам посол Туркменистана вышел и ответил на все эти вопросы. Письмо будет отправлено заранее, убежать он никуда не сможет. Значит, это будет будний день, и он должен будет выйти и ответить перед народом, потому что он здесь работает ради народа, и он должен будет выйти. А если он не выйдет, уважаемые, если он не выйдет, значит, это наша победа. Это наша победа. Вот, поэтому он перед нами не будет отвечать, значит, он будет отвечать там, где у него спросят. Где у него спросят дистанции, ему хочешь не хочешь, он должен будет ответить. Вот такие дела. Значит, мы будем 29-го в Вашингтоне, дай Бог нам дадут разрешение, и Бог даст, это начнется в 12 часов, и наши требования будут, значит, вопросы о коронавирусе в нашей стране. Вот. Значит, я хочу сказать, что наш диктатор в тупике. Всем видно, всем известно уже, знаете, это его уже не скроешь. Он в тупике, со всех сторон давится, потому что все накопилось. И один день должно было это все закончиться. Все накопилось, и вот идет уже конец. Уже идет конец. Вчера мы узнали, что парнишка наш, один служивец в армии, погиб. Вчера мы видели видеоролик, как Гульнара, наша землячка, сидела
на дороге, посреди дороги, и готова была попасть под любую машину, чтобы умереть и избавиться от этой жизни тяжелой, которую она живет и требует. Работу не могла найти работу, ни квартиры нету, сын или дочка. Первого ребенка она потеряла, второй ребенок лежит дома с температурой, с рвотами. И бедная женщина, нет денег, и, держа голову, сидит посреди дороги. И пришли два быка, которые не могут говорить с женщинами, не может обращаться с людьми. Это вот так воспитанные, знаете, стоит с телефоном над ее душой, над ее головой. Ты знаешь, вы знаете, что у нас очень даже тяжелая обстановка, и можно будет с людьми немножечко можно говорить полегче, помягче, поднять ее, дать немножечко советы какие-то, хоть, знаете, успокоительные. Нет, вы что? И ее пугает, иди вон у себя дома, делай, что хочешь, ты хочешь кому-то сделать проблему. Опять-таки боятся этих проблем. Эти два осла, которые стояли над ней, не могли нормально с женщиной говорить. Потому что у нас в стране женщин не уважают, так как наш вот этот диктатор ни один раз за 14 лет никто не видел его жену и не увидит, потому что он ее не уважает, она и не леди первая в Туркменистане. Видите, как президенты других стран уважают своих супруг, возит их везде с собой. А этого не увидишь, он даже не признает женщин. Вот первый будет вопрос после как поменяется наша власть, это обязательно поставится вопрос про наших женщин, ущемление женщин в Туркменистане. Это будет обязательно тронутый вопрос. Вот. Поэтому хочу сказать, мужчина, который с 3 детьми покончил с собой, вчера тоже нам сказал, а сегодня утром мы об этом узнали. Вот. Я думаю, что чем ложить на себя руки, лучше бы выйти с протестом, недовольствием и защищать свои права и выступить перед народом и дать знать государству, что происходит, ну, что умер человек, ушел из жизни. Это у нас продолжается не год, не 2, не 5, не 10 лет. Это продолжается 30 лет. Если вы уже родили этих детей, тогда вы должны жить ради них. Они сделали детей и ушли, все, с жизни. Надо было думать, как дальше жить с ними. Это не первый год у нас такая жизнь в стране, это уже 30 лет почти продолжается. И сегодняшний день уже тупик. Со всех сторон давит этого придурка. И он взял на сегодняшний день, у нас такая болезнь в стране, коронавирус, и он ушел в этот отпуск. Ну, у него уже, по-моему, шизофрения началась на самом деле, то, что его поведение, его тон разговоров, все клонит только к шизофрении, больше ничего. Поэтому он не может управлять страной, и очень скоро он уже сам примет решение. Вот, не нужно на себя ложить руки, нужно немножечко потерпеть, и я думаю, очень скоро Бог даст, все избавимся от этого диктатора. Вот. Страна наша заживет. Главное, держитесь. Вот. Берегите себя, берегите своих близких, берегите детей. Они же так нуждаются в родительской помощи, они еще маленькие. Вот ушел из жизни, оставив жену и 3 детей. Это нормально? Вот. Что должна делать жена в такой ситуации? Сейчас она должна его похоронить, нужны деньги. Сейчас она должна делать его поминки, опять деньги. Это он считается, ушел, избавил. Вот. Поэтому немножечко надо
потерпеть, и все будет хорошо. Вчера вот, как я знаю, люди, значит, прошли, вот эти вот эксперты прошли по базару Либавскому. Но до прихода на базар администрация этого рынка, значит, они сказали, что, пожалуйста, молчите, и мы вам раздадим по $1000 каждому, если вы будете молчать и не говорить, что есть коронавирус. Вообще скажу, что вот эти вот торговцы, народ предатель, знаете, за $1000 можно промолчать. Я не знаю, ли это было, нет, но по словам, по некоторым слухам, вот так вот это вот все и произошло. Неужели за $1000 можно продать? Да, они в жизни вам не дадут эти $1000. Если они только вам дадут 1000 манат, это будет еще какой праздник. В жизни не дадут. Пожалуйста, не поддавайтесь ни за какие деньги. Нам нужно вычистить нашу страну от этой коррупции, вот от такого вот поведения всех администраций, вот этих учреждений. И нам надо избавиться от этого диктатора, главное. Вот такие вот дела, вот проведенная нами работа и наши планы на июль месяц. Я вам все кратко объяснила. Значит, у нас 17 июля с 2 до 5 часов в Нью-Йорке, город Бруклин, Брайтон-Бич район, пройдет воздушный митинг, протест против диктаторского режима. Пусть он полетает, и пусть его вот так вот по всему Нью-Йорку потягают на самолете. Пусть потягают. Вот. И пусть все видят. Вот. У нас, конечно, нас там не будет, там будет, значит, наша съемочная группа, наша молодежь. Но если кто-то хочет, пожалуйста, могут присоединиться. А 29-го, как мы получим разрешение, мы, значит, поедем в Вашингтон, и у нас будет протест в Вашингтоне. Значит, почту, подарки президента, так как мы обещали, мы уже отправили. Я вам обязательно выставлю ресит, который мы отправили. Вот. Подарок нашему диктатору, которого он заслуживает. Вот такие вот дела, дорогие, уважаемые земляки. Будьте здоровы. До новых встреч. Берегите себя. Вот. И звоните, пишите, какие будут вопросы. До свидания. Всего хорошего.